27 ноября Айза Газуева пришла в комендатуру узнать, за что задержали ее мужа. Генерал Гайдар Гаджиев, выражаясь нецензурно, всячески оскорблял, прогнал Айзу с помощью своей охраны. Но 28 ноября российские военные по приказу генерала Гаджиева доставили к нему беременную Айзу Газуеву. Озверевший Гаджиев, изъясняясь одоборным матом, накинулся на Айзу, схватил за волосы, требуя признаться, что ее муж ваххабист. Когда Айза сказала: «Вы меня можете убить, но мой муж не имеет никакого отношения к ваххабистам», то всесильный генерал несколько раз ударил Айзу, за косы потащил в соседний кабинет. Там на полу лежал Алихан, весь посиневший с изуродованным лицом. Айза сразу не узнала мужа. Затем она зарыдала и заплакала, умоляя отпустить Алихана. В ответ на это генерал Гаджиев схватил нож и хладнокровно спорол живот Алихана, а затем схватил за волосы Айзу и макнул ее лицом прямо распоротые внутренности Алихана. Потом на глазах у беременной женщины Алихан долго и мучительно умирал. Над ним стояла Айза, умытая кровью мужа, растерзанного российским генералом. Когда Алихан умер, Айза упала в обморок, после чего военные комендатуры вернули ее домой и, бросив на пол, ушли. В тот же вечер Айза купила взрывчатку у российских военных, стоявших на блокпосту. 29 ноября Айза обвязала себя взрывчаткой и пошла в военную комендатуру мстить за мужа. Молодая Айза уничтожила изверга в генеральских погонах и заклятого врага всего чеченского народа. Она отомстила не только за брата и мужа, но и за всех жителей Урус-Мартановского района, которые были избиты, унижены, покалечены или расстреляны в военной комендатуре. И ею гордится и оплакивает Чечня. Каждую вторую девочку называют именем Айза. Она вошла в память и в историю чеченского народа. Мало кто задумывается над тем, почему в Чечне появились смертницы, шахидки. Политики и СМИ России преподносят легенды, сочиненные с целью уйти от ответственности за военные преступления. Сегодня весь мир называет эту войну контртеррористической операцией в Чечне. Оскорбленные, опозоренные молодые девушки идут мстить варварам за унижение, которое можно смыть только кровью варвара. Называют их смертницы, шахидки, камикадзе. За каждой мстительницей есть правда и история, которую невозможно опубликовать, так как за любой подобной ситуацией стоят спецслужбы и военные Российской Федерации. Да будет доволен тобою Аллах, Айза, а мы будем помнить тебя вечно.